Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы говорим о карте Жрица. Старший аркан под цифрой 2. Девиз этой карты – молчание золотом. Прекрасная женщина спокойно восседает на своем стуле. Ее лицо безмятежно. Она находится перед двумя массивными колоннами, черной и белой, меж которых протянут роскошный занавес с изображениями спелых гранатов и высоких пальм. Голова женщины увенчана короной, представляющей 3 состояния Луны – растущую, полную и убывающую. Ее шею обвивает цепочка с крестом. У жрицы на коленях мы видим свиток, который частично спрятан под плащом. Только 4 буквы видны нам. Это Тора. Хочется рассказать о некоторых историях, связанных с этой картой. Вообще, карта жрицы часто ассоциируется с 2 легендами. Согласно мнению некоторых специалистов, жрица изображает знаменитую папессу Иоанну, легендарную женщину, жившую в IX веке, которая, переодевшись мужчиной, достигла высокого положения в церкви. Используя имя Иоанн Ангулус, она была избрана на трон святого Петра, где служила попой 2 года, 5 месяцев и 4 дня. Очевидно, никто не догадывался, что папа, которого все знали и любили, на самом деле был женщиной, до тех пор, пока во время процессии она не упала в родовой схватке на дороге около собора святого Петра и не родила. Говорят, несколько часов спустя она умерла. По одной версии из-за родов, по другой растерзанная мстительной толпой. Миф о папессе Иоанне сложно проверить, потому что официальных церковных записей о ее жизни не существует. Однако другая история, родственная этой, кажется, имеет историческую поддержку. В конце XIII века монахиня Манфреда Висконти была избрана папессой в своем ордене. Это было радикальное феминистское движение, и его последователи надеялись свергнуть папу Урбана VIII. Сестра Манфреда пришла к власти, чтобы возвестить о начале новой женской эры церкви. Но ортодоксальное папство Рима сожгло ее на костре в 1300 году, тем самым разрушив планы феминисток. Ее кратковременное правление и было увековечено в карте жрица колоды Таро Висконти Сфорца, которая была создана в качестве свадебного подарка для дальней родственницы Бьянки Марии Сфорца. Очевидно, существует богатая история мифов, стоящих нашего внимания, связанного с этой картой. Фактически жрица символизирует великие тайны жизни. То есть не просто так. Вокруг нее есть очень много разных мифов и легенд. Сама по себе карта держит великие тайны. Большинство версий этой карты изображает загадочную молодую женщину с улыбкой Моны Лизы. Она сидит между колонн Соломона, черной и белой, с покровом, натянутым между ними. Покров украшен пальмами и гранатами, символами мужской и женской плодовитости. Он представляет собой занавес, висевший в храме Соломона, символически отделяя этот мир от потустороннего. Жрица, однако, обладает способностью проникать сквозь эту завесу. Как медиум, она видит и потусторонний мир, и будущее, и, подобно античным сивиллам, имеет дар пророчества. Она является прекрасным учителем и руководителем в мире духовного просветления.
На голове жрицы, покрытая вуалью, корона с двумя серповидными рожками и круглой сферой, изображающая растущую, полную и убывающую луну. Еще одна луна лежит у ее ног в складках платья. Это ночное светило, как правило, служит символом рефлексии, интуиции и циклической природы жизни. Свиток, лежащий на коленях жрицы, не что иное, как древнееврейская Тора, книга закона. Часть свитка, скрытая под накидкой, показывает, что некоторые вещи не могут быть очевидными. Интересная деталь: буквы, которые видны, можно перегруппировать, и тогда вместо Тора получится Таро. Когда вы встречаете карту жрицы в толковании романтических отношений, это значит, что вы, естественно, интуитивны и обладаете шестым чувством. Как результат, вы можете обнаружить, что другие тянутся к вам в поиске руководства и совета. Вы способны поделиться с ними мудростью собственного опыта. Подобно жрице, вы также должны иметь свое собственное пространство, священное, где сможете читать, писать и размышлять наедине с собой. Если вы состоите в отношениях, вероятно, вы менее зависимы от романтических приключений, чем может показаться другим. Это не означает, однако, что вы не цените взаимоотношения. Вы просто полагаетесь на свои силы, и это делает вас свободными для участия в отношениях с другими, с наставниками, советниками и прочими глубокими чувствительными людьми. Если вы ищете романтического общения, идите туда, где собираются эрудированные и вдумчивые люди: в библиотеку, книжный магазин, в клуб интеллектуалов или организацию по интересам. Как архетип, жрица часто сравнивается с Изидой, египетской богиней любви, и Дианой, древнеримской богиней Луны. Традиционно жрица известна как жрица серебряной звезды. Эта карта соответствует третьей букве древнееврейского алфавита Гимель, обозначающей верблюд. В астрологии жрице соответствует планета рефлексии и интуиции Луна.